Привет, друзья! Как ваши дела? Уверен, отлично. Мое сердце скучает по вам. Сегодня я хочу поговорить про одну, не знаю, скорее всего для вас знакомую вещь или тему, называемую позитивом. Что такое позитив? Для меня это по-простому, можно сказать, какие-то внутренние ощущения, связанные с благоприятными эмоциями, удовольствием, которое больше всего я бы назвал позитив – сила. Сила, друзья. С помощью позитива можно строить дружбу, строить дома. Да даже если не заходить так далеко, даже можно просто приготовить гуся или картошку почистить. Везде нужен позитив, друзья. Нам, стрелкам, он очень важен. К сожалению, сегодня, особенно в соцсетях, очень много говна, так скажем, друзья. Дерьма, говна. И это накрывает. Плюс, возможно, на работе, возможно, где-то в обществе. К сожалению, у тех, у кого есть такие друзья или знакомые, которые все время тычат. Так вот, ребята, как нам справиться с этой хренью, как называемый негатив? У кого какие лайфхаки, конечно, вам известно, но на самом деле они очень простые. Нам не надо ходить к каким-то шаманам, психологам, гадалкам. Люди сами знают, как это сделать. Особенно на соревнованиях, друзья. Те, которые стреляют. А стрельба, она очень тонкая и требует такого тонкого подхода, чтобы человек был менее волнителен и держал вот этот свой позитив, не уходя в какую-то там, я не знаю, заоблачную эйфорию, теряя разум или там сугубо такой большой энтузиазм, когда он просто, ну, это рад. Я имею в виду какая-то средняя такая, усредненная, чуть выше планочка, связанная с тем, что человек не находится где-то внизу и печальный, на самом деле внутри находится в таком дерьме, так скажем, да. Хотя снаружи не скажешь, или, может быть, даже скажешь, но внутри дождь, ребята. Как же справиться с этим дегтем? Так вот, ребята, у вас, наверное, свои лайфхаки. У меня, например, больше всего работает то, когда я, не знаю, например, ребята, когда начинаю действовать, что-то делать, друзья, что-то делать. Ходить, выходить, гулять, делать, таскать коробки, что-то руками делать. Учиться, например, еще можно. Можно пообщаться с хорошим человеком, можно именно с хорошим человеком, позитивным человеком, друзья. Не знаю, там, хорошее дело сделать, там, я не знаю, там, картошку почистить. То есть все, что можете использовать, ребята. Но этот позитив является для нас, ребята, правильно, позитивной силой, друзья. Без нее вообще невозможно какое-то созидание. Невозможно что-то построить, невозможно что-то сотворить. Даже в этой тонкой стрельбе, где мужчины пытаются отвлечься, выезжая на охоту или куда-то в поле, чтобы можно было отрезать все свои невзгоды и спокойно сами по себе сфокусироваться или сконцентрироваться на мишени, или прогуляться, или что-то набраться, чтобы можно было этой энергией потом у себя на работе, в семье делиться, поскольку мужчины, они добытчики. И вот как раз таки, ребята, требуется как можно больше лайфхаков выйти из этого состояния, негативного состояния, в позитив, потому что негативное состояние, оно, ребята, не знаю, кто бы сказал бы, что это хорошо. Вот. Поэтому, друзья, сами, особенно мужчины и те, кто меня смотрит, особенно это охотники. А охотники это у нас добытчики, а добытчики это люди разумные,
не какие-то конченые гады, я не знаю, там что-то делают. Это те люди, которые ориентированы наружу, на людей, на помощь, на дисциплину, на свои внутренние кодексы. И это как раз вот такая культура людей, которая упорядочивает свою внутреннюю духовную среду, чтобы можно было как можно больше быть в позитиве, чтобы можно было набраться сил и потом завоевывать, так скажем, эту вселенную. Поэтому, ребята, мы знаем, что позитив – это сила. Употребляйте все свои, применяйте все свои лайфхаки для того, чтобы максимально уходить от негатива. Если человек, скажем, стреляющий, начал спорить с судьей, с коллегой, с которым он стреляет вместе, или с женой до прихода на стрелковый номер, он скажет «да». Сейчас он говорит «не». Да, Юлиан, это правильно. Это прилетит сразу рикошетом к нему. Поэтому он это не хочет. Кстати, рикошетом каким образом, ребята? Ведь, человека вот так возьми, потряси, или что-то с ним сделай, или там острые какие-то слова. Конечно, разные люди, какие-то острые слова, кому понравится. И вот этот деготь, он же не уйдет сразу, да? Он же не уйдет сразу. Он же будет какое-то время присутствовать. И как раз вот это вот энное время, у кого-то такое, у кого-то такое, такое, оно нужно, чтобы оно рассеялось, ушло. И нужно максимально направить. Правильно, друзья, много лайфхаков. Я не знаю, там, в каких единицах измерений вам это рассказывать. Например, там, в килобайтах или там, я не знаю, в гигабайтах. Или, я не знаю, там, позитивное внимание, друзья, чтобы у вас было... Чем больше внимания, позитива, друзья, на всякие разные вещи, которые вы вызываете с помощью каких-то действий, вы максимально сразу же переходите в правильное русло, и вы сразу заходите в правильное течение и можете уже концентрироваться на мишени, друзья, на мишени, чем на каких-то тех эмоциях, к сожалению, на которые вы не смогли повлиять, и что-то могло вам прилететь. Поэтому, друзья, спасибо вам за внимание. Будьте здоровы с помощью позитива, своих лайфхаков. Мужчины, берегите себя, вы добытчики и постановщики целей. Всего доброго, до скорой встречи.